Чеченскому кабинету министров повезло меньше. Накануне Нового года министрам объявили, что в самом начале года нового они все уйдут в отставку, а структура правительства подвергнется перестройке. Главой нового кабинета министров, возможно, станет Шамиль Басаев, а вице-премьером и министром иностранных дел Мавлади Удугов. Информационное агентство сообщает также, что, встречаясь с нынешним кабинетом, президент Масхадов предъявил серьезные претензии некоторым полевым командирам. Масхадов даже обвинил их в незаконной деятельности в нефтяной сфере и похищениях людей. Между тем, сегодня пришло долгожданное известие об освобождении чеченских журналистов, похищенных в Дагестане после событий в Буйнакске. Асланбек Дадаев, Алихан Тасуев, Арби Зубайраев, Руслан Мусаев, Аюб Видзижев, Умар Магомадов. Эти 6 чеченских парней, возможно, сегодня самые счастливые люди на свете. Отныне эти парни будут делить свою жизнь на две половины. До 23 декабря 1997 года и после. В этот день чеченские журналисты, сотрудничающие с телекомпаниями НТВ, ОРТ, WTN и международным информационным агентством Рейтер, приехали в Дагестан, чтобы сделать репортажи о нападении на военный гарнизон в Буйнакске. Это страшно, но ставшее таким распространенным в нашей стране слово «заложники» в своих материалах они употребляли сотни раз. 23 декабря они сами ощутили, что это такое. Автомобили чеченских журналистов были остановлены неизвестными в камуфляжной форме близ дагестанского села Дылым. У корреспондентов отобрали документы, блокноты, мобильные телефоны и видеокамеры. Далее обычный сценарий. Руки за спину, наручники, удары прикладами и подвал. Как к вам относились? Ну, в первый день просто мы попались им под горячую руку, а потом вроде бы передо мной даже извинились, просили прощения, что вот погорячились, там все такое. После всего, ну, кормили хорошо, там был такой старик, который нам все время еду приносил, утешал, новости сообщал. Когда из этих охранников никого поблизости не было, он включал телевизор, открывал люк от подвала, чтобы мы могли что-то услышать, там, чтобы голода такого информационного не было. Похитители заявили, что намерены обменять журналистов на 7 дагестанцев, захваченных во время нападения на российскую танковую часть в Буйнакске. Их постоянно перевозили с места на место. И последним был подвал дома, хозяин которого, видимо, не самый бедный человек в Дагестане. Мы находились в подвалах. В общем, последний раз мы были в какой-то бане на дне вот этого бассейна без воды. Это было горное место или Махачкала город? Я так думаю, что это была горная местность, а вот эта баня с бассейном, это поближе к Махачкале, потому что оттуда мы не очень долго ехали. Чеченцы были отпущены сегодня днем. Говорят, что без всяких условий. Хорошо известно, что подобные ЧП на Кавказе уже давно никого не удивляют. Это уже почти местный обычай. В данной истории самое необычное то, что, как говорит журналист Алихан Тасуев, цитирую, свидетелями взятия в заложники и надевания наручников были российские военные, находящиеся в непосредственной близости от места инцидента. По мнению чеченских корреспондентов, главной причиной случившегося с ними явилось нежелание сотрудников дагестанского МВД допустить их к съемкам событий 22 декабря в районе Буйнакска.